Очень люблю рыбалку, где только не был. И на море, и на озере, и на Бибисире, и в Ачугуарах, где только не был я уже. Вот пока остановка на этом. Глядя на жизнерадостного 17-летнего Максима, сразу и не обратишь внимания на то, что у него нет ноги. За добрым солнечным взглядом светловолосого юноши скрываются железная воля, твердый характер и огромная сила духа. Это ему помогает заново учиться жить. Жизнь Максима резко изменилась за один день. 6 февраля в результате несчастного случая мальчик получил огнестрельное ранение в левую ногу. Охотники охотились. А здесь у нас ведь болото полностью было, а сейчас вот засыпают. А здесь каждый год утки, все охотники со всего города стреляют, палят, кто где, откуда, непонятно. Как получилось, что получилось, до сих пор мы сами не знаем ничего. Чтобы спасти ногу, Максиму сделали 3 операции, а 4-ю провели уже с согласия мальчика. Надо было ампутировать ногу, так как спасали уже его жизнь. После всего произошедшего Максим, казалось бы, должен нуждаться в поддержке, но, по словам его мамы, все наоборот. Меня он знакомый спрашивает, как, говорит, он плачет? Я говорю, нет, говорю, наоборот, дома всех поддержит. Нету слез, нету капризов, нету. Вы, говорит, не бойтесь, я, говорит, буду ходить. Максим очень любит рыбачить и с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к своему любимому занятию. Но для этого мальчику необходимо дорогостоящее лечение и протез. Многодетная семья Гусиных не может себе этого позволить. В этом небольшом доме в районе депо ютятся 9 человек, так как жилье, в котором Гусины проживали раньше, сгорело. Из 9 человек работает только дедушка, зарабатывает 10 тысяч в месяц. Мать Максима – домохозяйка. Максим – самый старший в семье. У него еще 4 младших братьев и сестер-школьников. Отец Максима работу потерял. При таких обстоятельствах собрать сумму в 391 тысячу рублей для этой семьи невозможно. Именно такая сумма необходима для лечения мальчика и установки протеза. За помощью семья обратилась в культурно-благотворительный фонд Ашана. Вот сидим, вот где же мы возьмем такие деньги? А их кормить надо, их в школу надо, их одеть надо, в школу надо что-то дать. Были бы деньги, мы разве бы когда-нибудь что-нибудь попросили у кого-нибудь. Мы всегда сами все. Максим, несмотря на несчастный случай, очень общительный и открытый мальчик. Его часто навещают друзья. Однако пойти гулять с ними он не может. Но благодаря современным разработкам медицины у юноши есть шанс встать на обе ноги. Произошел несчастный случай, потерял ногу. Нуждается в установке дорогостоящего протеза с коленным и голеностопным суставом. Это вещь непростая, дорогая, требующая как установки, так потом реабилитации, ухода. Я верю, что сердобольных людей больше, добрых людей больше и окажут посильную помощь этой семье посредством фонда Ашана. Максима уже ждут в центре ортезирования ортез в Ереване. Медлить нельзя. Врачи рекомендуют как можно раньше приступить к протезированию, чтобы восстановление двигательной активности пошло быстрее. На вопрос, что он сделает первым делом, когда встанет на ноги, Максим ответил: Когда смогу встать, я прямым ходом на море рвану. Там буду рыбачить. Без этого я не могу уже. Максим очень ждет этого дня. Культурно-благотворительный фонд Ашана обращается к неравнодушным жителям республики помочь мальчику. Самый легкий и доступный способ – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Кугусавардания и Налогухава, Абхазское телевидение.